Коми стартовал первый этап конкурса «Попади в десяточку». Акция на определение лучшего избирателя проходит в регионе уже в 6-й раз. По традиции, первая часть творческая. Подробности конкурса узнаем у Евгения Нечаева, представителя регионального отделения общественной организации «Деловая Россия». Евгений Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, кто может участвовать в конкурсе и какие работы принимаются? В конкурсе может участвовать любой житель Республики Коми, достигший 18-летнего возраста и проживающий на территории республики. Я знаю, что в прошлые годы принимали только стихотворные формы. Сейчас какие-то изменения есть? Да, в этом году есть изменения. Мы дополнили этот конкурс графическими элементами. Можно присылать шаржи, коллажи или даже видеосюжеты. Главный момент – это тема. Я иду на выбор. Евгений Сергеевич, скажите, пожалуйста, а каковы сроки конкурса и какие призы предусмотрены именно на первом этапе данного конкурса? Значит, первый этап у нас стартовал 14 августа, продлится он до 8 сентября. 8 сентября будут подведены итоги, в каждом муниципалитете отдельно. На сегодняшний день прислано достаточно много работ. В основном это стихи. Одна бабушка у нас прислала даже на 4 листах рукописный текст, достаточно забавный и комичный. Так что вот так вот. А призы-то какие? Призы разные, от мультиварки и чайника, заканчивая планшетом. Значит, в лидерах у нас город Воркута, там 10 основных призов и порядка 48 поощрительных. Ну, напомню, в каждом муниципалитете они свои. Ну, насколько я знаю, что есть еще второй этап акции. Расскажите о нем, когда он стартует и чем он закончится. Второй этап акции стартует в день выборов. Значит, на сегодняшний день мы уже получили 21 автомобиль. Это 12 автомобилей «Лада Калина» и 9 автомобилей «Нива». Значит, для муниципалитетов это, естественно, седаны, для сельских районов – внедорожники. Значит, данные автомобили будут выставлены на центральных площадях муниципалитетов на всеобщее обозрение. Значит, 14 сентября, проголосовав на избирательном участке, каждый избиратель получит триколор. Впоследствии у наших волонтеров сможет его обменять на календарик с 7-значным номером. Впоследствии этот номер будет инсталлирован в специальную сертифицированную программу, которая и выберет победителя в каждом конкретном районе. Евгений Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вот как будут выбирать номер календарика победителя? Значит, для этого существует специальная сертифицированная компьютерная программа, которая абсолютно хаотично выбирает тот самый номер. То есть никакого, так сказать, субъективного взгляда тут не может быть? Нет. Вариации здесь исключены абсолютно. Мало того, это будет открытая публичная акция, куда будут приглашены журналисты в том числе. До этого мы несколько раз эту программу, конечно же, прокатаем, проверим, что да, действительно, каждый раз номер разный. Ну и впоследствии запустим его в работу. Евгений Сергеевич, откуда автомобиль-то? Автомобили предоставлены предпринимателями Республики Коми. И мне все равно, как пройдут предстоящие выборы, так как эти выборы особенные. Напомню, в 2001 году последний раз глава Республики Коми избирался всенародно. Впоследствии, по представлению президента, это вносилось в Госсовет поддерживал, и, в общем, по сути, глава назначался. На данный момент выборы всенародные. И крайне важно, чтобы явка была максимальной. Чем больше наших земляков придет на избирательные участки, тем более точным будет волеизъявление наших граждан, кого же они хотят видеть на посту главы республики. Пользуясь случаем, приглашаю всех жителей Республики Коми принять участие в творческом конкурсе «Попади в десяточку» и 14 сентября обязательно прийти на выборы. Что ж, Евгений Сергеевич, ну а мы вас благодарим за то, что пришли в нашу студию. Обязательно придем на выборы. Спасибо. Всего доброго.